На площади перед Абхазским государственным драмтеатром уже с 10 утра начинают формироваться колонны. Акция «Бессмертный полк» в этом году юбилейная. Само движение Бессмертного полка появилось в 2015 году в России. Буквально на следующий год мы подхватили эту инициативу, и начало все с представительства Россотрудничества. Через некоторое время мы договорились о совместном проведении, потому что это не только российский праздник. Наши соотечественники участвовали в этом. Тогда был наш единый народ, единого пространства Советского Союза. Поэтому мы единогласно решили, что совместно будем проводить. Напомню, что из Абхазии в Великой Отечественной войне участвовали 55,5 тысяч. Это официальные данные. Но наши исследования показывают, что немножко больше. Пока это не утверждено. Также погибли на полях боев в 1941-1945 годах 17,5 тысяч людей. Абхазия дала общей стране Советскому Союзу 23 героя Советского Союза. В 11:40 колонна начинала движение. Маршрут пролегает по набережной вдоль моря, затем по улицам Айтгыла и Гулия. Зажигается яркий, листву согревает, дыхание весны. В руках участников портреты тех, кто ковал общую победу. Людмила Чепнян принесла фото отца-танкиста и матери, защищавшей Москву. Это папа мой, танкист, прошел от начала войны до конца, имеет орден красный, вернее имел орден Красной Звезды, много медалей. Главное, он отслужил, раньше служили в армии 4 года, не успел отслужить, началась война, то есть еще 4 года, всю молодость отдал. Защитил, горжусь очень им. Были ранения дважды, он из госпиталя сбегал опять на войну, так что танкистом он был бравым. И вот выписку сестра прислала, какие он подвиги совершал, сколько они взяли и освободили. А мама у меня защищала Москву, аэростаты держала. Добровольцем 18 лет целый эшелон с Урала поехал защищать. Екатерина Карпова рассказывает историю своего деда-связиста. В разгар боя Иван Карпов зубами держал перебитый кабель, восстанавливая связь между штабами. Вот это мой дедушка по маме. Карпов Иван Федорович, ефрейтор. Он служил в штабе армии Рокоссовского, был его личным связистом. И подвиг орден славы второй степени он получил за подвиг, когда нужно было связь с Жуковым, Рокоссовским, ушел в бой, связь оборвалась. Он с лошадью ползком, у него даже лошади по-пластунски ползали. И он всегда приговаривал: хочешь жить, поползешь. Ну, это действительно так. И он ползком дополз с лошадью до места обрыва кабеля, держал сначала руками, а потом зубами этот кабель весь бой. За это он получил орден славы второй степени. Инга Саманба пришла с внучкой, чтобы почтить память прадеда Харитона Саманба. Саманба, Инга, это моя внучка Аиша, это ее прадедушка. Дошел до Берлина. После взятия Берлина еще остался служить 2 года. Вот. После службы вернулся в Абхазию, уже потом только создал семью свою. Ветеран органов госбезопасности Виталий Бгамба пришел с портретами деда и его брата, а рядом фотография племянника. Даур Хмелев погиб в мае прошлого года в зоне СВО, спасая раненого товарища. Это дедушка и его брат. Его брат не вернулся, а дедушка без обоих ног вернулся. И прожил до 1978 года. Ну, племянник мой. Замначальник батальона был, командир роты, замполит. И после боя
решил проверить, раненые остались или нет. Он пошел, видит, что один раненый, начал его вытаскивать. А там снайпер с той стороны следил, оказывается, он и вытащил, поднял, чтобы уйти. В этот момент под мышку снайпер садил ему. Шествие завершилось на площади Свободы, замыкая праздничный парад. Это финальная точка марша, где история каждой семьи становится частью общей памяти. Арестит Каракасиди, Евгений Сильченко, Абаза ТВ.